Господин Здравствуйте, Маклова. добрый день. Различные программы Майнер, это могут быть языковые программы Майнер. Как у вас сегодня настроение? Хорошо, спасибо. Здравствуйте, уважаемые зрители онлайн-версии журнала «Деловой собеседник». Сегодня у нас в гостях директор отдела реализации сельскохозяйственных проектов Тамчибек Тюлеев. Добрый день, Тамчибек Карбекович. Мы с вами поговорим о достигнутых результатах проектов, а также о новых аспектах аграрной политики. Расскажите, пожалуйста, с какой целью был создан отдел реализации сельскохозяйственных проектов? Здравствуйте, Живек. Во-первых, спасибо, что пригласили на данное интервью. В целом мы нуждаемся в таких информационных посылах для наших бенефициаров. И отвечая на ваш вопрос, хочу отметить, что этот отдел сам по сути является неким связующим звеном между государственным органом и международными донорскими организациями. В конце 90-х, когда Кыргызская республика приобрела суверенитет, возникла острая необходимость привлечения внешних инвестиций. Внешние инвестиции привлекались под гарантией правительства. Это очень крупные международные проекты, которые финансируются со стороны международных донорских организаций, которые мы сейчас называем как международные партнеры по развитию. И первый проект, который был выделен со стороны Всемирного банка, назывался проект развития овцеводства. Его объем составлял на тот момент порядка 16 миллионов долларов. Большая часть из этих средств были грантовые, конечно, но определенная часть она была заемной, которую кыргызская сторона брала в качестве долга на определенный период времени, который указывается в соглашении. И для реализации этого проекта донорские организации основным из требований было создание агентства, которое должно было реализовать этот проект и при этом не относиться к государственным служащим. И вот тогда на основании меморандума между Министерством сельского хозяйства и Всемирного банка был создан в 1998 году отдел реализации хозяйственных проектов. С того момента этот отдел успешно по сегодняшний день реализует такие проекты, и уже мы реализовали порядка 8 крупных инвестиционных проектов. Должен отметить, что эти проекты, они реализуются в рамках программы государственных инвестиций. Эти суммы проектов, они отражаются в бюджете в республиканском, и в рамках программы государственных инвестиций есть дизайн этих проектов, и есть цели и задачи, которые должны выполняться. Вот в целом наша задача заключается именно в достижении целей и задач, которые изложены в этих дизайнах этих международных проектов. На какие именно цели направляют средства международные доноры? Как я уже сказал, любой проект он является определенной задачей, которую нужно выполнить в течение определенного промежутка времени. В среднем это 5-6 лет на каждый проект, 5-6-летний проект. И в течение этого времени они должны достичь тех задач, которые изложены в дизайне проекта. Дизайн проекта бывает совершенно разный. Он либо касается конкретно какой-то отрасли в сельском хозяйстве, подотрасли, то ли животноводства, то ли растениеводства. И в зависимости от этого проект реализуется. Каким образом международные организации контролируют исполнение проектов? Безусловно, это именно суть этих проектов заключается в том, чтобы был всесторонний контроль. Во-первых, мы, агентство, как выполняющее фидуциарные функции по реализации этого проекта, мы подотчетны как донорской организации и государственным структурам, которые вовлечены в этот процесс и имеют контролирующие функции. Это Министерство сельского хозяйства, как орган, определяющий аграрную политику. Это Министерство экономики, определяющее политику в отрасли, в секторе экономики в целом. Это Министерство финансов, которое определяет политику в финансах. И мы ежеквартально, у нас есть определенные формы отчетности, мы направляем свои отчеты этим органам. Кроме этого, донорские организации два раза в год приезжают с миссией по обзору достигнутых результатов. Они не только смотрят те отчеты, которые были написаны, они при этом еще и выезжают на места, чтобы воочию убедиться в достигнутых результатах. Они при этом берут интервью наших бенефициаров,
получает подтверждение о том воздействии, которое произвел проект, тот или иной проект на тех или иных бенефициаров. И потом по результатам работы этой миссии дается отчет, называется памятная записка, в котором отражены все рекомендации, отражены недочеты при реализации проекта, которые должны быть устранены. Ведется ли контроль исполнения проектов со стороны государства? Государственный контроль, да. Государственный контроль именно отражается в том, что Министерство финансов контролирует вопросы освоения средств. Министерство сельского хозяйства, оно контролирует выполнение проектных задач. Министерство экономики при этом смотрит воздействие этого проекта на макроэкономические показатели. Как вы считаете, вписываются ли реализуемые проекты в аграрную политику государства? Безусловно, что такое аграрная политика? Аграрная политика – это определенные правила игры для всех участников в этом секторе. Это касается и производителей, это касается и переработчиков, касается и всех тех ритейлеров, тех актеров, которые задействованы в реализации готовой продукции. Сюда же входят и государственные органы, регулирующие, сюда же входят и поставщики услуг. И вот для всех них аграрная политика, она является именно правилом игры. Как нужно поступать, какие имеются ограничения или есть возможности для реализации той или иной задачи. Поэтому любой проект, он прежде всего разрабатывается под конкретную задачу в аграрной политике. Эта аграрная политика, она сама по себе разрабатывается Министерством сельского хозяйства, утверждается правительством и впоследствии всеми этими участниками уже реализуется и претворяется в жизнь. Какие конкретные результаты реализованных проектов вы бы могли выделить? Вы знаете, как я уже сказал, мы реализовали уже порядка 8 крупных проектов в рамках программы государственных инвестиций. Последние годы, 2010 года, мы реализуем проекты, которые финансируются со стороны Международного фонда сельскохозяйственного развития, ИФАД. В 2010 году, когда мы приняли закон, Кыргызская республика приняла закон о пастбищах, встал вопрос о создании устойчивой системы управления пастбищными ресурсами. И для этого нужны были определенные вливания, определенные инвестиции для того, чтобы выстроить эту систему, определить задачи каждого человека, или органа, который задействован в этой системе. И изначально это был проект «Сельские инвестиции и услуги», в рамках которого по всей республике были созданы порядка 454 так называемых джайт-комитеты. Это джайт-комитеты – исполнительный орган общественного объединения пастбищепользователей. Впоследствии были проекты, также финансируемые со стороны ИФАДа, они назывались «Проект развития животноводства и рынка 1 и 2», и они продолжали тот задел, который был начат в рамках программ «Сельские инвестиции и услуги». Конечно, эти проекты охватывали не только вопросы построения системы управления пастбищными ресурсами, также это захватывали такие сопутствующие задачи, такие как развитие племенного дела, улучшение здоровья животных, установление системы ветеринарного контроля и частной ветеринарной практики. Эти задачи были успешно выполнены в рамках этих проектов. На сегодняшний день мы имеем хорошую систему управления пастбищами, где каждый животновод имеет вовлеченность в управление этими природными ресурсами. Хотя они являются и государственными, но при этом они управляются непосредственно самими жителями, самими бенефициарами услуг, благ от этих природных ресурсов. Это животноводы, которые смотрят за состоянием пастбищ. При этом они создают, как я уже сказал, и у них исполнительный орган, джайт-комитеты. И благодаря этой системе мы дали возможность нашим животноводам самим определять необходимость проведения определенных работ, определения инвестиций, которые нужны для улучшения этих пастбищных угодий. С обретением независимости пастбищная отрасль, она практически оставалась без внимания.
не было не выделено ни одного тейна. Ну, следует отметить, что в советское время выделялось порядка 600 миллионов рублей ежегодно. Это были, разумеется, разные органы, которые способствовали или обеспечивали функционирование пастбищных угодий. И после распада Советского Союза это практически осталось без внимания. И нужна была именно такая система, самодостаточная система, которая могла бы сама себя финансировать и при этом сохранять эти наши природные богатства. 9,2 миллиона гектаров земель, они являются государственной собственностью. Но это делегированные функции для органов местного самоуправления, которые должны бережно относиться к этим природным ресурсам и при этом выпасать свой скот, чтобы улучшить свое благосостояние. Какие инновации привносят реализуемые проекты? Да, это очень интересный вопрос, век цифровизации. Ну, изначально все наши проекты, они имеют именно задачу перехода многих процессов на цифровую платформу. Ну, в частности, раз мы коснулись, раз эти проекты касаются именно управления пастбищами, то в рамках этих проектов мы создали несколько платформ. Один из них называется система раннего оповещения. Есть определенный сайт, на котором, ну, это очень долгая, кропотливая работа, когда нужно слоями эти карты космосъемки брать и накладывать на эту платформу, и создается определенная платформа, ресурс, войдя в которую пастбище пользователь может узнать объем емкости этих пастбищ, так называемый. Это возможность, сколько скота может быть производиться на том или ином участке, в каком количестве. Урожайность этих пастбищ, погода на этих пастбищах. Погода у нас в соответствии с договоренностью с Росгидрометом, на этой платформе погода дается на 10 дней. Прогноз погоды это для чего? Для того, чтобы в осенне-весенний период, когда перегоняется скот, животноводы могли видеть на этих скотоперегонных участках, какая погода, какая температура, чтобы не было ущерба для сельскохозяйственных животных. Насколько сельское хозяйство продвинулось благодаря реализации инвестиционных проектов? Ну, сельское хозяйство, как и любое производство, это, можно сказать, живой орган. Он требует постоянного совершенствования, как законодательной базы, как технологий производства, как взаимоотношений между этими участниками производства. Поэтому те проекты, которые были инвестированы в сельское хозяйство, на сегодняшний день дают уже свои определенные плоды. И это касается, в частности, и вопросов улучшения племенного ядра животных. Это, как я уже сказал, касается улучшения состояния пастбищ. Это касается и улучшения законодательства. Все эти узловые моменты в конечном итоге влияют на эффективность сельского хозяйства. Кроме этого, в последнее время особо уделяется внимание таким вопросам, как цифровизация, такие вопросы, как адаптация к климату, гендерные вопросы в сельском хозяйстве. Все эти вопросы, они идут комплексно. И когда есть возможность инвестирования в те или иные, как я уже сказал, узловые моменты, то это на выходе дает хороший результат. Поэтому благодаря этим инвестиционным проектам, во-первых, институциональное развитие, нам удалось создать эту систему управления. В части институционального развития очень далеко пошла у нас ветеринарная отрасль, система управления ветеринарией. У нас единственное в странах Центральной Азии есть так называемое понятие частный ветеринар. В других государствах этого нету, и мы это все делаем в соответствии с международными требованиями, нормами, которые предъявляет к нашим ветеринарным службам Международное эпизоотическое бюро, членом которого с 1996 года являемся мы, Кыргызская республика. И кроме этого, эти инвестиции, если брать практическую плоскость, то вы знаете, что очень большое заболевание, процент заболеваний у нас было связано с бруцеллезом. Это вид заболевания, которое общее передается от животных человеку. И этот бруцеллез имеет очень плохие последствия для человека. И если в начале реализации проекта у нас департамент санитарно-эпидемиологического надзора проводит исследования. Если в 2010 году
ежегодное заболевание, случаи заболевания бруцеллезом составляло 4700 случаев, то после воздействия проектом, а воздействие именно заключалось в том, что мы приобретали необходимые вакцины, проводили вакцинацию мелкого рогатого скота, и количество заболеваний бруцеллезом в 2018 году уже снизилось до 700 случаев в год. Это очень хороший показатель. Также проект сделал фокус на социальные заболевания, такие как эхинококоз. Тоже очень опасное заболевание, которое передается посредством контакта животного и человека, и через домашних животных, это кошки, собаки. И мы приобретали антигельминтики, которые снижают заболевания у самих животных, и при контакте эта болезнь не передается. И эти тоже показатели там достаточно хорошие. Удалось в разы сократить вид этих заболеваний. Это данные, как я уже сказал, данные Департамента санитарно-эпидемиологического надзора Кыргызской Республики. Какой проект на сегодняшний день реализуется отделом? В настоящее время мы реализуем проект обеспечения доступа к рынкам. Это также проект, который пятилетний проект, он финансируется также Международным фондом сельскохозяйственного развития. Его объем составляет порядка 55 миллионов долларов. Из них 20 миллионов – это кредитная линия Российско-Кыргызского фонда развития. А остальные 35 миллионов – это деньги, которые предназначены для достижения целей. В чем же основная цель этого проекта? Основная цель этого проекта заключается в развитии цепочек добавленной стоимости. Мы понимаем, что мы отходим немного от той системы, отраслевой системы сельского хозяйства, больше акцентируем внимание на развитие цепочек добавленной стоимости по каждому отдельно взятому виду продукции. Это включает и вопрос производства, это вопрос переработки, это вопрос реализации, это вопрос поставки необходимых средств производства именно для этого вида продукции. И усиление этих цепочек добавленной стоимости в конечном итоге дает добавленную стоимость порядка 20-25% на каждом звене. А это дополнительные налоги, это дополнительные рабочие места. Поэтому, чтобы не быть сырьевой страной, мы должны развивать именно вопрос переработки и создания добавленной стоимости. А насколько активны женщины в проектах и с какими трудностями они сталкиваются в целом в сельском хозяйстве? Как я уже сказал, основными задачами проектов краеугольным камнем стоит вопрос именно гендерной политики. У нас в Кыргызстане гражданское общество и женщины достаточно активные, они стараются участвовать, но в самом процессе производства, допустим, вот тот проект, который мы сейчас реализуем, он направлен на поддержание цепочек добавленной стоимости в 4 направлениях. Это красное мясо, это молоко, это мед и шерсть. И если брать распределение трудовых обязанностей в этих цепочках, то получается, что в большинстве случаев мужчины заняты выпасом скота, то есть убоем скота, допустим, да, кормлением животных, а женщины заняты вопросами доения этих коров. Доение, переработка молока, если есть у них придворовой какой-то цех по переработке молока. И участие женщин мы должны, безусловно, увеличивать не только в вопросах физического труда, а в вопросах принятия решений. Это вот основа, чтобы было паритетное принятие решений в семье или же в каком-то сообществе. И вот поэтому, когда мы проводим разного рода мероприятия, где проводим работу с сообществами, то на сегодняшний день уровень количества женщин достигает уже 40%. То есть много женщин уже вовлечены в этот процесс. И в рамках этого же проекта мы стараемся выдавать на конкурсной основе нашим бенефициарам грантовые средства, чтобы они смогли увеличить объемы производства. И большая часть, допустим, по цепочке добавленной стоимости молока, большая часть запросов идут на приобретение доильных, компактных доильных аппаратов. Это опять-таки для того, чтобы увеличить, улучшить условия труда тех же женщин, которые заняты доением. Недавно вы анонсировали конкурсную программу среди финансовых учреждений. Какова их роль? Вы знаете, это один из компонентов этого проекта, который мы сейчас реализуем. Это развитие именно системы
доступа к финансам сельских товаропроизводителей. Если мы в центре, в столице или в крупных таких деловых центрах нашей страны, как Бишкек и Ош, более или менее развиты финансовые продукты, на селе эти финансовые продукты не развиты. Есть много разных продуктов, называемых банковских продуктов, которые могли бы быть распространены на сельской местности, поскольку взаимоотношения между производителями, между переработчиками, они должны проходить на современных условиях, на платформе, интернет-платформе, на электронных носителях, чтобы можно было бы более оперативно оплачивать те же деньги за поставку молока и другие вопросы при получении кредитных ресурсов. Так? И сейчас мы, вот, как вы отметили, мы объявили конкурс среди поставщиков финансовых услуг, чтобы они разработали эти инновационные финансовые продукты для сельских товаропроизводителей. При этом они являются и бенефициарами нашего проекта, и также одновременно они являются и нашими партнерами, которые они сначала разрабатывают эти инновационные продукты, потом работают над тем, чтобы это внедрить в среду, производственную среду, чтобы наши товаропользователи могли пользоваться этими системами. Каков ваш личный взгляд на аграрную политику Кыргызстана и на актуальное направление как кластеры? Ну да, мы знаем достаточно хорошо, Министерство сельского хозяйства, что одной из важных задач аграрной политики это является укрупнение хозяйств. В советское время у нас было порядка 500 колхозов и совхозов. Это были крупные фермерские хозяйства, производственные такие учреждения, предприятия. После распада Советского Союза, когда мы провели аграрно-земельную реформу, у нас образовался класс фермеров и крестьян. Изначально это было меньше, когда мы раздали земли, 75% пахотных земель уже раздали в частную собственность, у нас сформировался этот фермерский класс, и на сегодняшний день их количество насчитывается порядка 428 тысяч единиц. Чем это плохо, такое количество? Оно плохо тем, что у нас средства производства, такие как земля, они очень фрагментированы. На маленьких участках невозможно произвести достаточно конкурентоспособную продукцию одного вида. И туда вкладывается очень много физического труда, что, безусловно, увеличивает его себестоимость. Для того, чтобы снизить эту себестоимость этой продукции и сделать унификацию, единообразие этих продуктов, видов продукции, которые производятся в сельском хозяйстве, необходимо укрупнение, чтобы можно было использовать крупногабаритную сельскохозяйственную технику, это что тоже идет к снижению себестоимости. И Министерство сельского хозяйства, правительство на протяжении последних лет пыталось применить разные методы и вопросы кооперации, но, к сожалению, вопрос кооперации у нас так глубоко засел в умах наших фермеров, что они автоматически делают параллель с коллективизацией при Советском Союзе, когда создавались колхоз-совхозы. Но есть другой путь. Другой путь – это кластеры. Кластерное производство. Что такое? Ну, кластер, по сути, это понятие, которое исходит из IT-технологий, IT-сферы. Это объединение нескольких групп по определенным, нескольких элементов по определенным признакам. Да? Это в IT-технологии. А в 80-е годы профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Юджин Портер сделал определение экономического кластера. Что такое экономический кластер? Это объединение нескольких компаний, работающих в одной отрасли, объединяющих именно по видам продукции и расположенных географически. Сюда могут быть войти и институты, которые поддерживают эти же предприятия. Это могут ассоциации, это могут быть высшие учебные заведения или учебные заведения по подготовке кадров. И при этом они, работая в одной связке, как бы кооперируются, но при этом и между ними существует здоровая конкуренция. Это называется кластером. И мы должны понять, что кластер – это та единица, которая состоит из нескольких цепочек добавленной стоимости. Это цепочки могут быть
любого вида продукции, то молока, мяса и так далее. И вокруг этих цепочек, объединение нескольких цепочек, можно назвать с включением туда и поставщиков услуг, государственных регуляторов, подготовки кадров, можно назвать кластер. И этот кластер приведет в конечном итоге к увеличению объемов производства и повышению конкурентоспособности хозяйственного производства. А это, в свою очередь, дает результат на благосостояние наших товаропроизводителей. Спасибо большое вам за содержательную беседу. Я напомню, что у нас в гостях был директор отдела реализации сельскохозяйственных проектов Тамчибек Тюлеев.